Здравствуйте, меня зовут Алексей, я приехал из Московской области. Меня зовут Аня, я приехала из Москвы. Здравствуйте, меня зовут Алина, я из Краснодара. Меня зовут Анастасия, Настя, мы приехали с мужем из Москвы. Меня зовут Дмитрий, я приехал из Москвы. Меня зовут Василий, я из города Москвы. Меня зовут Маша, я из Москвы. Меня зовут Сергей, я из Москвы. Приехало 3 пары, да, и отдельно молодой человек и девушка. Раньше в школе читал об этих местах, о Имяконе, о Верхоянске. Вот, и когда представилась возможность, увидел, что в наличии такой тур, решил, что есть смысл съездить, тем более, что мне очень нравится север сам по себе. Мысль принадлежит моему супругу, он просто сказал, давай поедем в Имякон. Так как из-за пандемии все закрыто, никуда не поедешь в теплые страны, давай, говорит, изучать Россию, и поехали куда? Ну, туда, где самый холод, в Имякон. Ну, мы собрались и поехали. Я отправился просто посмотреть, как живут люди в таких экстремальных условиях. То есть не на сам полюс холода, да, а посмотреть и ощутить на себе, как здесь именно существуют люди, да, как им тяжело, как им сложно. Я любительница путешествий, любительница бывать в местах. В каждом из мест обычно находится что-то самое-самое. И здесь, безусловно, привлекло название, что это полюс холода, это самое холодное место. Я не могу сказать, что это моя идея, это скорее идея моей обожаемой девушки, Маши. С какого-то момента я очень полюбила север, я ездила на Кольский полуостров, я видела северное сияние. После этого для меня появилось осознание в голове, что не так страшен холод, но нужна только правильная экипировка. Было интересно, проверить, что ли, себя в каком-то смысле, потому что я не очень люблю холод, честно говоря, я его не очень хорошо переношу. Не очень люблю мерзнуть, вот это вот все. Есть любопытство, мне стало интересно ощутить на себе, каково вот эти низкие температуры, как это будет, что это будет. К тому же это попадало на ее день рождения, и я очень хотел провести это время с ней вместе здесь. Почему бы и нет? Мы говорили, что средняя температура должна быть примерно минус 40. Но я считаю, что для адаптации организма это было в самый раз. Если бы мы, наверное, сразу приехали бы в минус 40, минус 50, это было бы немножко тяжело и жестко. А у нас это как-то происходило постепенно, поэтому нам было проще адаптироваться. В противном случае мы бы, наверное, страдали. Олешек, да. Можно его гладить? Ну, попробуйте. Можно? Просто не знаю, как олени. Ой, не надо его за рога. Говорит, ты что за рога трогаешь? И вот вены ездят на оленях. Получается, мужчина, допустим, 45 килограмм, 40 весит. Сейчас погладить они. Мы уже поработали. Сейчас лениться. Все погладили. Уже так. Собачки отличные, замечательные. Я вообще очень люблю собак. Меня хлебом не корми, дай их потискать и помять, помусолить. Они очень милые, очень добрые, очень пушистые, очень классные. Мне их немножечко жалко, что они живут в таких холодных и суровых условиях. Хотя, с другой стороны, понимаешь, что именно для этого они и выведены, и они прекрасно здесь себя чувствуют. Да, конечно. У нас буток нету. Буток нету, зачем? Местные лайки, они как бы известные на весь мир. Морозоустойчивые, дружелюбные, выносливые, сильные. Собаки — это хорошо. Обожаю собачек. Мы 2 даже раза покатались. Жалко. Я вот смотрю, мне холодно, и мне кажется, что им тоже холодно там жить. Я понимаю, да, мне все говорят, что это так надо, они живут в таких условиях. Опять же, я говорю, мозг не воспринимает. Мне кажется, их надо скорее в дом затащить, укутать, согреть, надеть им на лапки что-то, что они так периодически их поджимают. Общительные мне нравятся. То есть я очень люблю животных. И у меня даже была идея привезти с собой такую собаку. Довольный какой он. Конечно, чешут, гладят. Собака улыбака.
очень милые существа. То есть это не хаска, не маламут, не кто-то еще. Это именно своя отдельная порода. Они достаточно крупные. Я думал, что они будут поменьше немножко. Большие, пушистые, такие классные. Очень дружелюбные собаки. Это прям очень подкупает. А здесь лайки, помесь хаски с местными какой-то породы. Но и те, и другие, они дружелюбны достаточно. Это беговые собаки. Они заточены под любовь к людям, и с ними достаточно просто общаться. Массаж что делать? Собаки замечательные. Мне кажется, самые добрые собаки на земле. Когда мы катались на упряжках, нам, как сказать, хозяин этих собак, он говорил, что не надо их гладить, потому что иначе они ленятся, они не будут вас возить. Вот, это было невозможно. Они милейшие создания, их просто гладить, обнимать, целовать, они тебя лижут, лезут на тебя с лапами, очень крутые. Очень хороший какой. Хороший. Его подвешивали? Но они же маленькие. Люлька это для кого? Для детей? Для котят люлька. Нет, я же говорю, дети-то маленькие. Якутская еда очень вкусная, да, вообще. Понятно, что есть свои особенности, но это на самом деле стандартная еда северных народов. Она очень жирная, калорийная. В нормальной жизни такое, допустим, в более теплом климате, как в Москве, такое, конечно, есть никогда не будешь. А здесь ты не только это ешь, но и хочешь этого есть, потому что у тебя, конечно, потребление калорий сумасшедшее, не сколько от движения, сколько от холода. И, в принципе, жирная рыба, оленина, вот жеребятина мы все ели. Очень понравилось. Особенно жеребятина понравилась. Ну, а специфично, честно говоря, жеребятина не по мне. Вот, оленина больше мне нравится. Вот. Еда вкусная, хорошая еда. Понравилась рыба, хотя, в принципе, я рыбу не слишком-то люблю, но строганина мне, например, понравилась, я не ожидал. Показываем, в каких домах жили наши предки летом, в каких зимой. Вот сейчас пройдем наш 9-й семейный комплекс. Или низенькую канавязь, вот такую, но низенькую. Я это говорила, семья состоялась, соединили нижние, средние и верхние миры, у них появился скот, к ним запросто можно идти в гости. Там был какой-то обряд, который нам проводила хозяйка Валентина Иннокентьевна. Всюду духи. Жилой дом имеет дух. Реки, горы, озера, травинки, все кишат духами. Но их не видно. То, как жили люди когда-то давным-давным-давно, да, то есть до христианства, до вот этих вот монотеистических всяких наших религий, это то, из чего все выросло потом, на самом деле. Вот, и поэтому было очень интересно это все послушать, посмотреть. В этом жилище, когда ты в нем находишься, смотришь на вот этот очаг, который горит, на шкуры, которые разложены на лавках, ты это ярче понимаешь. Вот, и как-то сравнивая свою жизнь с той жизнью, какие-то выводы делаешь для себя о том, насколько сильны были люди, которые так жили. Через дух огня обращусь к верхним божествам, обитающим на небе 9 ярусами, чтоб они следили постоянно за вами, где бы вы ни были, и не подпускали злых духов. Все верования и религии – это, наверное, что-то одно, это добро, это творить добро, исцелять, как здесь шаманы исцеляют. Просто где-то это просто по-разному называется, по-разному исполняются, разный культ. Плюс большой, что мы зашли в помещение, был огонь, мы так сразу прям согрелись, такой здесь атмосфера сразу, погружение во что-то такое, таинство какое-то. Ну, вообще такие вещи мне всегда интересны, потому что в первую очередь, когда мы куда-то путешествуем, мне всегда интересно посмотреть и изучить другую культуру. Помимо того, что ты смотришь природу, помимо того, что ты просто наслаждаешься видами, еще чем-то, ты еще и культуру народов изучаешь. То есть мне кажется, что человек, который проводил эти вот все вещи, он в это верит, и для него это настоящее. Раз для него это настоящее, соответственно, для тех, для кого он это делает, ну, возможно, это тоже дает какой-то эффект. Еще вперед.
и слушайте себя, что чувствуете. Ну, возможно, безусловно, есть какие-то нотки, сделанные для туристов, для того, чтобы там показать и познакомить, но на самом деле я очень серьезно отношусь к этим вещам. Для меня, ну, если в таких терминах, то да, это труп, потому что она в это верит, она этим живет. Ну, для нее это настоящее, а поскольку она к этому так относится, оно и ощущается так. Вами покровительствует божеством, не божество, а дух природы. Когда мы доставали эти бумажечки, нам переводили, говорили, что нас ждет. На самом деле я бумажечку положила, заберу с собой, положу ее куда-нибудь к себе. И буду иногда, как говорят, если что-то доставайте, они будут духи выходить, и все это будет опять как бы повторяться, да, там то, что нам на бумажечке написали. Солнце рядом, не отпускайте от себя. Тоже говорите с солнцем о чем угодно, о будущем и о чем угодно. Где же говорите с солнцем, и солнце поймет, да, я не уйду от нее, я нужен. А придет время, просите большой помощи. Солнце сразу поможет. Спасибо. Ну, вообще, вот даже вот эти все обряды, это довольно созвучно с человеческой жизнью, поэтому они чем-то близки, потому что вот эти основополагающие понимания там огня, женщины и всего прочего, но сложно это как-то совсем отрицать, и понятно, как и почему оно рождалось, поэтому не явилось там из ниоткуда, оно все рядом с нами. И огонь, и жизнь, и вот это понимание жизни и миров. Ну, скажем так, исполнили этот обряд, побили в табык, ну и дорога у нас удалась, мы благоприятно всю неделю провезли в Якутию, так что обряд был правильный, значит, все сделали хорошо. Да, первый день у нас было знакомство с городом, поехали в царство вечной мерзлоты. Впечатлило, да, вот век живи, век учись, у всех свои климатические и национальные особенности, да, никогда не знал, что можно в горе делать холодильник. А вы знали о том, что раньше здесь хранились стратегические запасы города Якутска? То есть оно было таким природным холодильником. Там еще морг рядом был, оказывается. Да, так что, да, очень понравилось. Ну и главное, там можно греться, когда на улице минус 50, там намного теплее. Что изначально, когда мы шли в царство вечной мерзлоты, я вообще думала, что это скорее как музей. То есть, что там будут какие-то срезы мерзлоты, а там были просто ледовые скульптуры. Это тоже безумно красиво. Надеюсь, я останусь живая. Город оживленный, город выглядит очень неплохо сам по себе, да, то есть он в хорошем состоянии. Потому что я разные города видел по России, ну, не все так хорошо выглядят, как Якутск. Если сравнивать Якутск с другими республиканскими центрами, да, областными центрами, в принципе, для населения в 350 тысяч человек очень неплохой город, достаточно интересный, гостеприимный, и я думаю, что летом здесь очень даже хорошо. Мы прошлись, прогулялись, посмотрели, ну, интересно, особенно впечатляет машины заведенные. Когда никого нет, а машина заведена, это немножко непривычно. Ты идешь и думаешь, что она сейчас поедет, а так раз, нет, никого нет, она ночует. Вот это да, очень интересно, необычно. Но я оставил себе один день вот после тура в субботу и посмотрю город, и думаю, что впечатление будет самое приятное. Туман, довольно непривычный фактор, просто вот этот плотный туман, морозный туман, который лег на город, это прям что-то, ну, такого я еще не встречала. Это, наверное, основное впечатление. Форель, чир. Вот из него делают строганину. А чир дорогая рыба, кстати. 400 килограмм. Да, ну это большая, вот жирная такая. Вот подешевле.
Ну, на самом деле в сети очень много фотографий, много видео с этого рынка. Он сам по себе очень атмосферный. Вот сама атмосфера этого рынка, где стоят вот столбиками эти рыбы, укутанные, значит, эти вот продавцы, и вот этот туман холодный, ну, то есть оно само по себе атмосферное. Поэтому это очень красиво и здорово. Открытый рынок. На улице -50. Открытый рынок. На рынке я познакомилась с прекрасными, белыми, красивыми, к сожалению, мертвыми кроликами. Офигеть. Да, он зайчик. Я думаю, это кролик. Обалдеть, глухари. Да, красивый череп. Вообще я проникся к здешним обычаям и обрядам. Вот с Василием, с нашим гидом, мы регулярно каждый день клали оладушки, вот, блинчики, вот, ели эти блинчики. Это наш гид сделал жертвоприношение духом. Духам нужно давать то, что приготовлено своими руками. Толщина льда сейчас 60 сантиметров где-то. Да, это лед. Здесь же течение, где-то скорость течения порядка 5 километров в час. И получается, когда он замерзает, торос образуется. Ну, лед замерзает друг на друга. Не холодно? Даже потеплело, мне кажется. Поели просто. Зарядились энергией. Почему не замерзает? Потому что это подземные источники теплые. Когда они выходят, они охлаждаются и не замерзают. Ну, вот как бы необычно. Собственно говоря, за этим мы ездили. Мы понимали, что будет очень большой путь. В общей сложности мы сегодня считали, проехали почти 2500 километров. Ну, для одной недели отдыха 2500 это много. Ну вот, лишний раз понимаешь, какая у тебя большая страна. Ну, во-первых, сами расстояния очень необычные. Эти расстояния в 1000 километров, они то, что для Якутска кажется, ну, в общем, ну, не таким уж критичным, то для пришлых это, конечно, ну, не то, чтобы они не тяжелые, нет, они, ну, скажем, непривычные. На самом деле очень красивая природа, совсем не такая, как у нас в европейской части, особенно на фоне таких морозов. Заснеженные ели, совсем необычные кадры, солнце никогда не поднимается, то есть всегда очень такой красивый свет. Ну, мне дорога далась более-менее нормально. Мне кажется, я единственная из группы, кто почти не спал в дороге. Я сидела на переднем сиденье и почти все время либо смотрела, либо снимала, либо фотографировала. Я, во-первых, была маленькая принцесса. Я сидела рядом с водителем, поэтому у меня было самое козырное и крутое место. Вот. И понравилось то, что сама дорога, сама по себе дорога, Верхоянский хребет, вот все эти виды, трассы Колыма, они сами по себе являются достопримечательностью. То есть это не трасса, там голая трасса, где ты едешь, там уставший смотришь, а постоянно останавливались, какие-то смотровые площадки, смотрели вот, природу. То есть мне очень понравилось. И я считаю, что вот этот кусок, отрезок этого пути, он сам по себе является какой-то достопримечательностью, которую стоит посмотреть, как минимум. Дорога на костях, да, это и великая, и важная дорога, и в то же время грустная, и, ну, безусловно, эти события, они не могут оставлять равнодушными нас. Скоростью ехал, что перелетел. Ну, видимо, они собрали сломанные, потому что вон там, видите, они просто отремонтировали, новые не стали ставить. И вот, вы видите, снежного человека. Посмотрим, как Алексей будет лететь вниз. Долетит он до КамАЗа или нет? Единственная заправка или там единственная закусочная там на 300 километров, это ты, конечно, понимаешь, насколько здесь люди по-другому друг к другу относятся, к встречным, к соседям. Ну и понимаешь, насколько ты слаб относительно природы, потому что, не дай бог, что случится, ты один на дороге, чувствуешь себя, конечно, не так, как на трассе, там, не знаю. Дорога от Хадынги до Имикона, ну, по сути, да, это такое экстремальное путешествие, вот, где нужно иметь с собой обязательно спутниковый телефон, то есть, если, не дай бог, там что-то случится. Мы за полдня 3-4 встречки встретили за все время машину, то есть за целый день. Конечно, понимаешь, насколько безлюдный край, дикий.
тяжело, потому что ты едешь. Сложная дорога, очень сложная. Тяжелая. Тяжело столько ехать, сидеть. Меня очень баюкает все время дорога, поэтому все время засыпаешь, просыпаешься. Вот пейзаж, это как раз, как уже наши ребята говорили, сложно сказать, что они меняются, потому что для нас они все вот белые. Плюс, как бы, я еще так сидел, что мне окна не очень видно. Все время холодно. А учитывая, что ты едешь, и у тебя все окно, там ничего не видно, то есть они не особо меняются. Плюс я много спала в дороге. Я пыталась максимально выспаться. Мы в Тамторе. Вот такие они, минус 50. Кальян не нужен. Сидела рядом с водителем, поэтому я не имела права спать, как многие спали в машине, и поэтому я его кормила мандаринками, конфетками и кубанскими семечками, для того, чтобы он не засыпал. Хайс хорошая машина. Хочется сказать Алексею огромное спасибо за профессионализм, за то, что он нас довелся туда и обратно. У нас он, мне кажется, был очень большой профессионал и ни разу не заставил нас даже немножко переживать. За прибытие военником. План выполнили. Мы приехали под вечер. Вечером ходили на Стеллу и посмотрели по всем градусникам температуру, потому что было намного ниже, чем мы ожидали, чем говорили прогнозы. И это, конечно, непередаваемое ощущение. Все это чувствовать на себе и понимать, насколько, как твое тело это выносит. Участники Великой Отечественной войны. Не холодно? Мне вообще нормально. Эмоции круто, конечно. Мы все такие были беленькие вот в этих вот. А так, я ожидала, что будет намного холоднее. Так как климат суши, он, в принципе, переносился нормально. Никто не умер, мы ходили, гуляли вечером. В Юмиконе сейчас минус 59 градусов. Практически 71. Вот, а нам тепло, нам хорошо. Похолодало очень сильно. Даже гид не ожидал, что такое может сильное похолодание. Ощущается, конечно. Понятно, что мы не с юга приехали, понятно, что мы видели тоже морозы. У тебя даже эти прям комочки висят. Я подготовил прежде всего себя сам, да, то есть я понимал, как это будет, да, вот, и, наверное, я испытал те ощущения, которые я и предполагал испытать. Первая, наверное, мысль, почему же не так холодно? Я думал, что я сейчас начну медленно умирать. Почему я еще не покрылся коркой льда? Почему меня не трясет от холода? В общем, я думал, что будет холоднее. Действительно, для меня вот это, вот, наверное, самое большое неожиданное открытие, что минус 60 это не так холодно. Настолько сухой мороз, что его довольно легче переносить, чем какая-то вот влажность там в Москве. Обещали холодно. Обещали холодно, жарко. Где? Сейчас пойдем на гаражик посмотрим. Я прям не наиграюсь никак. Воздух выдувается прям со звуком. Не специально, просто так. Прикольно. Шлепаю в новых тапках. Валенки. Все было хорошо, за исключением того, что постоянно обмораживался нос и обмораживались ноги. Конечно, опять же, спасибо гиду, который предоставил валенки, потому что какую бы ты дорогую экипировку не покупал, лучше валенок. Пока что еще ничего не придумали. Это была охота. Охота за градусом, за минусом. Мы периодически выбегали на улицу и проверяли, стало ли еще холоднее. Я тоже. На. Не помогут. Я же должна перчатку снимать. На, Мурзик.
чтобы... Да, давай. У меня пальцы. Да, говорит, давай. У нас были жаркие дебаты, какую температуру записать в наших сертификатах. У меня был специально заведен будильник, и когда вся группа уже спала, я думала, вот, они все спят, а я сейчас выйду и обязательно зафиксирую, и будет только у меня фотография с самой минимальной температуры. Откровенно минус 59. Очень хотела, чтобы было больше 60 или меньше 60, что это великая удача и счастье, и я очень рада этому. Холодно? Нет, дайте минус 60. В принципе, нормально, если короткими перебежками. Ну, мне кажется, что если ты тепло и хорошо одет, то ты можешь вполне комфортно и нормально все это перенести на протяжении довольно долгого времени. Всю суровость нивелирует красота. Естественно, телефон не передает и 10-й части того, что видят глаза. Ну, я ожидал, что будет хуже, но на самом деле, если есть, вот наш гид правильно говорил, что не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. То есть мы одевались термобилетом, то есть одевали тепло, и значит было комфортно на самом деле. Главное потеплее одеться. Естественно, мы одели валенки, там по 10 носков, то есть прям утеплились, пошли, вообще норм. Вообще, я ожидала, что я замерзну и на улицу не буду выходить. Но нет, вообще все хорошо. Трудоемкий достаточно процесс-то, вот, потому что эти лунки надо продолбить, потом их надо вычистить, все это протянуть. Все это, в общем, на морозе, в таких условиях тяжелых. Нет, ту лунку надо теперь долбить. Вот этот вот способ, как протягивается сеть подо льдом, это, конечно, да, очень хитрый такой способ. Валек. Мы были больше наблюдатели, чем участники. Вот, но тоже как бы достаточно интересно, особенно когда рыбу там вытаскиваешь, бросаешь на ров, она там шоковая заморозка, она там замораживается. Да, ну, тоже как бы интересно, вот тоже какой-то опыт. Истина, каждый кризис – это новые возможности. Куда бы я еще оказалась в минус 55 на прогулке после подледной рыбалки, гуляла по пути? Наверное, никогда. И очень многое бы потеряла. Тебе хочется посмотреть по максимуму, тебе хочется все испытать, все исследовать, поэтому даже лишний час поспать, в принципе, это можно выкинуть из расписания. Довольно интересно было то, что вот в таких суровых условиях все равно кругом жизнь, все равно там лошади на улице, все равно там коровы ходят на водопой, все равно живут люди, все равно летают вороны. И это прям невероятно удивительно. Даже, это же все равно не пустая земля, растут деревья. Это прям кругом жизни, и это, да, это вот это главное такое ощущение вот этих мест, такие температуры. А вот коровы стоят. Трансгендер. Они на днях отелятся. И где? Старый. Вот это будет отелиться на днях. Вот она отелится. А это бабушка же та старенькая, да? 22 года. 22 года вот этой. Ну, я вообще коров люблю таких. Вообще они вот, особенно маленькие, которые первый год, они вот такие вот мохнатенькие, такие хорошие, красивые, как телята такие. Да, смотрите, здесь нет отопления, они, получается, своим теплом согреваются. Ну, посещение фермы, ввиду того, что я из Краснодара, и у нас это очень сильно развито, как бы удивляет только одно, как эти милые животные выживают в таких условиях при таких низких температурах. Хозяйка рассказала, что они буквально несколько месяцев назад первое место в Санкт-Петербурге заняли по качеству стейка, мяса, по качеству масла. Можно не только выращивать, но и делать очень качественные продукты, так что в таких условиях не просто выживает, но и в состоянии вести еще такое сложное фермерское хозяйство. Видите, у них вымя волосатое. Да, где на водопое. Очень красивое было место, где надалеко поднимаются испарения, деревья. Вот все вот в этой изморози. Вот очень красиво. Со своеобразным каким-то порядком выгула, там, выпаса, да, то есть там, где они свободно ходят, никто за ними, по сути, по большому счету не смотрит. То есть их вывели, и мы пошли за ними на водопой, они прям все пошли, нас ведут, попили обратно, то есть они такие уже все знают, куда ходить. Ну что, круто.
Что-то в этом году воды мало. Купаться будет не очень комфортно. Сдается мне, Василий хочет съехать. Ты хочешь купаться? Конечно. К коровам у меня несколько спокойнее отношусь, хотя они такие тоже милые, пушистые, вот это вот все. Но меня, конечно, очень порадовали, очень понравились лошади. Потому что якутские лошади, они прям замечательные, мне очень понравились. Обмерзли, но не замерзли. Ноги нормально, да? Да, вообще отлично. Я видел, наверное, лошадей в своей жизни, но я никогда не видел таких необычных, морозоустойчивых. Причем, за которыми уход не нужен, они сами в состоянии себе добывать еду. Дикие, вот, не приученные к человеку, боятся, вот, убегают, сторонятся. То есть, ну, а так животные очень красивые, классные совершенно. Живые, стремящиеся лошадки, мохнатые, приспособленные специально вот к таким условиям природы. Это прям... Она после больше, чем 7-8 месяцев младше, чем они. Она ей сейчас зубы меняет. Она худая, поэтому. А они зубы меняют, да, еще? Да, вот молочные зубы к 3 годам они меняют. Знаете, так часто бывает, когда делаешь фотографию поездки и увозишь потом это воспоминание с собой, и вот понимаешь, что только ради этого кадра стоило приехать. Вот у меня как раз-таки такой кадр сделан на ферме. Я запечатлела хозяина лошади вместе с лошадью. Очень круто. Да, за мной. Поближе. Вы не бойтесь? Не туристический, дикий, то есть, вот, но вообще шикарные. Они такие прям очень красивые. Правда, настолько один человек осмелился покататься на коне, остальные не решились. Я даже на одной покаталась. Она сначала не хотела меня сажать, потому что говорят, что очень яркая одежда, и она как-то реагирует на слишком яркий цвет. Вот. Но в итоге меня посадили, я сделала кружок. В плане физики они коренастые, жилистые, пушистые, очень-очень мягкие, потому что я ее гладила. Она не как обычная лошадь, короткошерстная, она очень-очень мягкая, практически плюшевая, очень красивая. И я, конечно, наделала там 100 фотографий. Потом с удовольствием Тамара Егоровна листал книжку про якутских лошадей, сколько их разных, много пород всяких. Было очень интересно посмотреть, почитать, как они живут. Так что якутские лошади – это действительно достояние. Вот. И я очень рад, что мне удалось их посмотреть вживую. В какой-то момент мне показалось, что его не будет в программе, я очень была огорчена. Приветствую вас! Прекрасные рога какие-то. Ну, это часть культуры. Обещают теплую зиму. Но в Аймаконе не так-то, да? Очень неожиданный образ вот именно быка, который олицетворяет вот этот вот холод, мороз. Дорогая наша гостья Луковцева Анастасия Сергеевна, я вам вручаю сертификат о том, что вы действительно будете ходить в Аймакон. Поздравляю! Он очень колоритный, да, и даже вот просто посмотреть на него, это прям сплошное удовольствие. Что, и вообще, что в таком вот месте, где живет, казалось бы, всего 300 человек, они все равно придумывают какие-то такие вещи, вот это очень здорово. Очень приятный оказался ваш якутский Дед Мороз, вот, гостеприимный, доброжелательный, вот, и мы получили самое положительное впечатление. Поздравляю! Настя, ну что ж меня не сфотографировал-то? Колоритный мужик, и я слышал про него, что он, конечно, очень многоплавный. И какие-то там стихи пишет, и песни. То есть продвигает в массы очень многие интересные вещи. Ну, такие люди и делают, собственно говоря, и отдых, и жизнь, и прогресс. Сертификаты всегда приятно, всегда память. И очень здорово рассказывать друзьям об этом. Что меня довольно много людей, ну да, когда выкладываешь такие температуры в Инстаграм, много кто удивляется. Может быть, потому что холод в Якутии, он такой доминантный, бык животное сильное, мощное. Наверное, так.
Нам рассказали, что в администрации города записываются все посетители, которые получали данный сертификат. У них там есть особая такая своя какая-то книга, где записывают всех участников. И мы там какие-то 2000-е по счету. Доставляет на Северный полюс порядка 600 туристов. Вот здесь полюс холода добираются не более 150-200 туристов в год. То есть даже на Северный полюс добирается ежегодно в 3 раза больше туристов, чем здесь. На самом деле небольшое количество людей как бы попадали в данную точку, в данную локацию. Очень здорово получать какой-то сертификат, который говорит о каком-то твоем достижении. Его можно потом поставить в рамку и повесить на стену, и показывать всем друзьям и знакомым. Круто, что нам дали сертификаты. Я вот прям для себя решила, что сертификат помещу в рамочку и размещу на работе. Ой, можно водка, огурцы, огурцы, а с этими шампанское, пузыречками? клубника. Я буду шампанское. Настя не выпьет, пока нас не будет. Настя никто не Это придет. якутский чупа-чупс. Да, чупа-чупсы по-якутски. Я вообще такой ребенок в душе, и мне понравились вот эти фишки холода, когда мы били овощи и фрукты, разбивали вот этими деревяшками. Да, бей. Разбивать фрукты, это было весело и очень необычно. Но когда еще где заморозишь так фрукты, чтобы увидеть, как они так вот вдребезги разбиваются, особенно когда делаешь фотографии и видишь вот эти мелкие-мелкие осколочки. Вот летит. Вот это может отлететь. О, смотри, он разобрался. Да, он на дольке разобрался. Кто хочет разбить еще один перец? На торты выставлять. То, чем, видимо, знаменита Якутия, то, как меняются свойства привычных нам вещей в низких температурах, в таком климате. Все люди как люди, одна я отличилась. Мне достался лук, который не промерз, поэтому я его долбила палкой, а он не ломался. Давай. Не-не-не, он не замерз сильно. Подожди. О, смотри, тоже по долькам. Я очень переживала по поводу фруктов, всего нашего мероприятия, всех наших поездок. Было очень мало овощей, на самом деле, очень мало фруктов они были, но их было недостаточно. И при этом их заморозить и уничтожить, мое сердце переживало. Давай морковку. Давай. Да, готово. О, видишь, морковка какая твердая. Она же цельная получается. Возьми полено. Замечательно. Вот. Но это изначально было понятно, что они будут разбиваться. Нет, ты добьешь? Давай, Дима добьет. Полноценный урок физики из привычных продуктов. Да, конечно, все разбивается. Но лишний раз уважаешь его величество мороз, его величество холод. О, вообще развалилось. Особенно, когда там, гвоздь бананом забивают. Ну, да, это интересно. Производит. Бананом забивали гвозди? Нет. Это вообще хочешь забить? В это бревно. Да. Давайте. Ча. То, что водка замерзла, ну, замечательно, замерзла, она и замерзла. Вот. Я не могу сказать, на вкус она никак, вот, лучше ее налить. Я вообще не любитель алкоголя, поэтому я, конечно, попробовала, но моя порция пошла мужу. Гадость. Ну, он очень горький, мы его взяли, я пробовала с шампанским, мы просто его шампанским растворили и выпили. Весь горький, когда пробуешь вот шампанское, но зато если подождать и поколупать это замороженное шампанское, можно было добраться до клубнички. И чем уникален этот нож, он заточен только с одной стороны. Вот так. И точится тоже с одной стороны только. Получается, когда строгаешь, он не впивается, а выходит наружу. Так, вот сик-валек. Сейчас будем делать строганину. Василий нам строгал рыбу. Сиг-валек, да. Вот. Мы его отстрогали, все классно, съели. Также мы до этого еще в ресторанах строганину ели. Вот. Больше всего понравилась местная рыба чир. В один вечер мы попросили Василия поиграть нам на варгане.
Спасибо. Он учил моего мужа и сам играл нам на варгане. Это было тоже очень здорово. Получилось что-то. У меня просто прикус неправильно. То есть, ну, правда, очень здорово. Фишки холода мне очень понравились. Вот эта игра на хомусе каждый вечер, какие-то вкусные ужины, разговоры, рассказы. Очень важное мимиконское приспособление. Возможно, конечно, в России где-то и в других местах есть такие штуковины. В Краснодарском крае я бы сказала, что это приспособление для мытья полов. Но на крайнем севере нет. Эта штука имеет совершенно другое приспособление, чтобы ночью не выходить на морозец в минус 50, справлять нужду. Холодный туалет, там при минус 59, ну, то есть вот. Потому что сначала я думала, что это невозможно будет. Смотреть даже холодно. Без слова в туалет ходить тоже холодно. У меня есть видео, я его не отправила. Кстати, наверное, зря, нужно будет вам его дослать. У меня есть репортаж из туалета. Вид из туалета. Минус 48. К этому тоже можно привыкнуть. Первый раз страшно, а потом как-то это входит в привычку, и ты уже не обращаешь на это внимания. Страшно первый раз, потом уже привыкаешь. Мы такие амиконцы стали. На самом деле, про культурную программу мне больше всего понравилось в обоих музеях. Есть экспозиция про АЛСИП, американской военной техники, военных самолетов, которые сюда доставляли. Это как бы даже отдельная история, отдельный пункт нашей программы, потому что мне очень это понравилось. Экскурсовод в музее в Хадинге. Вот, то есть она действительно предана своему делу. Вот, также они сотрудничают с местным приютом, в котором находятся детишки из неблагополучных семей, с детьми из школ. Вот, то есть вот экскурсовод мне понравился. То есть музеи по нашим меркам они не представляют ничего особенного. Вот, но люди, которые там работают, да, они действительно вот в этих условиях они делают все возможное и невозможное этих музеев для работы, да, да. История это для страны такая тяжелая и болезненная. Вот, и в этих, ну, очень правильно именно в этих местах про это рассказывать. Потому что ворота впечатлили. То есть гора и ворота. Мне прям напомнила сказку Али-Баба, вот как они там, сокровища. И вот мы заходим, и просто я вау! Мы первые в этом царстве, в этом году. Круто. Тепло здесь, да? Вообще тепло, хорошо. Смотри, как красиво прям. Как оно так само делается? Лед таких структур невообразимых. Я входила, залипала просто над каждой снежинкой, над каждой сосулькой по 20 минут. Чем дальше, тем теплее. На улице сейчас минус 53 градуса. Я вот до сих пор не могу понять, как вот именно с такими гранями ровными получается вот это вот застывший снег, лед, вот прям вот вода вот эта. Я не воспринимаю, как оно может так нарастать. Вот такими красивыми. Ну, это кристаллическая решетка воды. Ну вот как? Берешь в руку перед тобой, как такой вот как большой бриллиант у тебя на руке. Дети у вас, когда они ходят в школу? При какой температуре? До 52 они в школу ходят, 54 уже активированный день. А сегодня 53, и сегодня, они пошли, да? Да, сегодня уже пошли. Им не повезло на 1 градус. Да, в садик ходят, в школу ходят. Женщина, экскурсовод, которая показывала нам пещеру, она является невесткой Тамары Егоровны. А Тамара Егоровна, она известна у вас здесь, да? Да, она известный краевед, знает всю историю зимой. Вот она температура, минус 10-11 градусов сейчас. Там холоднее будет на выходе. Она очень хорошо все нам объяснила, показала. Здесь кристаллики, заметьте, здесь кристаллики. А там вот при первом зале
там уже идут снежинки. Тонкие снежинки. Обалденно. В отличие от первой пещеры, где искусственно вот поддерживают вот этот снежный покров на стенах, а во второй пещере она все естественным образом ложится вот такие необычные кристаллы, и это прям такое творение природы, оно очень интересно. Прям даже и без ледовых скульптур вот пройти по этому коридору, это прям... Брату я перерисовал фотографии, он даже не поверил сначала, что это вообще лед. Он решил, что... Ну это что, говорит, это соль какая-то или что это такое? Вот. Он не поверил сначала, что это вода. Всем, кто приезжает, вот стоит на это посмотреть. Теперь я опытным путем знаю, что между минус 55 и минус 48 есть разница. Теперь ручки мерзнут уже. Хотя пар все такой же прекрасный. Ну, минус 48 даже можно в туалет сходить, ничего себе не отморозить. Вполне себе комфортная температурка. Когда мы пускали салюты, это тоже очень красиво, потому что, ну, как раз совпало, что Кали на мой день рождения. Я как раз сделала салют и выложила в соцсети и поделилась с людьми. Вау! Это стрёмно, когда кипяток-то над собой. Я остаюсь, я буду здесь жить. Фейерверки показывали, да. Вот, у меня не очень хорошо это все получалось, вот, но понравилось, да. Вау! Сегодня я решила поучаствовать в прекрасном обряде кормления духов. Вот такой у нас рассвет. Это, собственно говоря, блинчик. Блинчик кладется для духов. Заветное желание. Так заключенных вели. По этому мосту? Да. Говорят, идите туда. Говорят, мы не хотим. Говорят, там кормить будут. Да. Используем местные гаджеты. Да, вот. Значит, ну ты мне пью джус, загораю. О! Вот он, прилетел. Ты его клюв. Вон, пирожок взял с маслом. А может это один и тот же? Они дуры. Самое важное впечатление, которое у меня осталось, это то, что оно состоялось. Лена не успела замерзнуть, и случилось так, что в какой-то момент нам Василий гид объявил о том, что ну ничего, сходим в зоопарк, как бы, ребятки, ну как бы тут ничем помочь не могу, поездка не состоится. Я его просто заклинала, пожалуйста, не сдавайся, давай что-нибудь придумаем. Кто ищет, тот всегда найдет, и наш гид в итоге нашел решение. Пляемся. Арендовали машину УАЗ, вот, в принципе, достаточно комфортную. Вот, полчасика в ней проехались. Зимник – интересная дорога, особенно интересное ощущение, когда буханка выпрыгивает из колеи, запрыгивает обратно. Чувствуется все какая-то скрытая сила под этим снегом, что это все-таки какая-то артерия, главная из артерий России, и вот какое-то место силы, что ли. Да, вот Ленские такие же, только чуть повыше, а так все так же. Скалы, столбы по бокам реки. О, немножко не доехали, здесь вообще снега мало. Да. А так, да, мы пешком шли, мы шли пешком, я не знаю, по сколько мы метров прошли. Было тяжело, потому что был снег, мы в валенках все. Это были не снегоходы, мы шли туда пешком. Мне так нравится, что мы не сдались, и что мы не в зоопарке, а в конце концов здесь. Эти 3 километра идем пешком. С одной стороны, было немножко жалко, что у нас не было снегоходов, потому что, ну, у меня есть любовь ко всякой разной технике, к мототехнике, к автотехнике, вот, а на снегоходах я еще не ездил. Ты понимаешь, насколько вот природа, ты можешь здесь, там, не знаю, тебя заморозить и все, и ты оттуда не вернешься. Или ты, наоборот, подлет, вот если, например, у нас Вася шел первый, я думаю, вот сейчас Вася провалится, и мы же никто его не сможем вытащить.
Вот просто никто не сможет вытащить и все. Ну, то есть, вот так вот, да. Такие мысли посещали иногда. Мария, нос прикрой, пожалуйста, чуть-чуть. Замерзнешь. Некоторое такое ощущение, вроде как и безмятежности, но при этом некоторые опасности отдаленные, потому что как бы ты видишь эту полынью, которая в удалении парит. Ну, это масштаб просто. То есть вот здесь нужно ощутить масштаб, причем мы понимаем, что это не верхняя часть, не нижняя часть, это по сути там средняя часть Лены, которая не имеет на своем пути ни одного водохранилища, если я не ошибаюсь, да? Вот. И в средней части она шириной практически 4 километра, то есть она полноводная. Ну, дальше, наверное, не пойдем. Пошли, да? Конечно. Хорошо. Сумасшедшие туристы. Ну, вот сюда, до конца дошли. Отмороженное лицо, а она не замерзает. Ощущение, что это очень мощно и, конечно, немножечко страшно, потому что ты выходишь на лед и не знаешь, что как. Хотя мозгом ты понимаешь, что там метр льда под ногами. Мы впечатлились. Несмотря на то, что мы вплотную не подошли, мы впечатлились и рекой, и, собственно говоря, самими Ленскими столбами. Да, очень необычный вид, который я раньше никогда не встречал. Мы с коптера снимали сверху, видели полыни, видели незамерзший участок речки. То есть понимаешь, насколько это великая, сильная река. Именно для того, чтобы посмотреть довольно дикую, не самую обжитую и очень суровую часть своей страны, то тогда у вас все получится. В таких местах в любом случае очень многое зависит от погоды. Погода, она всегда в любом случае, в любом путешествии рулит. Она может тебе помочь, а может наоборот все сломать. Людям, которые думают собираться в этот тур, не думать, а собираться, потому что на того стоит. И действительно, это здорово. Север, русский север, он прекрасен. И, на самом деле, стоит поехать. И это нужно видеть своими глазами, потому что ни видео, ни фотографии, они все равно не передадут той красоты. Обычный человек не поедет. То есть это в любом случае будет любитель экстремального какого-то туризма. Вот, это будет не первая поездка для него. Один у нас участник, Элина, она давала всем теплые грелочки, вот эти стелечки, потом грелочки, там варежки в кармашке на тело. Вот это вот надо брать обязательно. Если вдруг кто-то из туристов думает, ехать или не ехать, я советую не думать. Обязательно приезжайте. Интересоваться тем, что происходит вокруг нас. Ну и вообще не бояться пробовать и ощущать, потому что, как я уже говорила, не бывает плохой погоды, бывает плохая экипировка. Так нужно ехать, смотреть, видеть, ощущать мир. И очень красиво, очень самобытная природа, самобытные люди, самобытная культура, поэтому в любом случае приехать стоит. Все было волшебно. Спасибо вам большое, что приехали. Очень рад познакомиться с такими интересными людьми.